Добрый день, дорогие соотечественники, друзья, слушатели. Тема сегодняшней нашей беседы – диктатор Бердымухамедов у ног Кремля. О новом туркменском политике, сыне диктатора Сердара Бердымухамедова. В последнее время туркменский президент Бердымухамедов очень озабоченном состоянии. Он не находит себе места, так как страна никак не поднимается с колен, и он не может его поднять, потому что он сам его опустил на колено. Почему? Потому что он разворовал казну, разрушал дома, частную собственность граждан, их сажал в тюрьму, заводы, фабрики разрушил, безработица, людям нечего покупать, потому что у них денег нет. Голодные сидят дома, попрошайничают на дорогах, даже дети и взрослые. И вот, доводя до такого состояния, Бердымухамедов ищет себе ход отступления. Он хочет остаться и передать свою власть своему сыночку, чтобы он отмыл его преступления и продолжал свои преступления. Для этого что он сделал? Он выбрал Кремль. Он упал в ноги Кремля, отправил туда министра иностранных дел Туркмении, а также своего сыночка, которые встречались с Медведевым и председателем Кабинета министров России, а также министром иностранных дел. По этому поводу, значит, Ассоциация демократического движения Туркмен-Харекет подготовила короткое заявление. Я вам его зачитаю. Туркменский диктатор готовит курс на отступление. Для этого Гурбангулы Бердымухамедов использует своего сына Сердара. Очень меланхоличная натура. Сердар от природы не обладает лидерскими качествами. Кроме того, он не имеет практического опыта ни в какой отрасли экономики, бизнеса или дипломатии. Его поверхностное понимание не поможет ему наладить сложные процессы внутри туркменского государства. Несмотря на это, туркменский диктатор Бердымухамедов назначал своего сына на различные государственные должности. Губернатор, заместитель, министр. Он научил сыну систему коррупции от Ашхабада до экспорта энергоресурсов и отмывания государственной казны Туркменистана. В настоящее время он назначен заместителем Кабмина, входит в состав Кабинета министров Туркменистана и является руководителем надзорного органа и членом Совета безопасности Туркменистана. Именно с этой позиции Сердар Бердымухамедов включен в список государственной делегации, направляющейся в Москву. Министр иностранных дел Туркменистана встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Туркменская делегация представит нового политика, сына диктатора президента Гурбангулы Бердымухамедова. Почему этот шаг необходим туркменской дипломатии? Это ежу ясно. По итогам встречи туркменских дипломатов 2 апреля 2021 года в Москве был подписан меморандум о сотрудничестве в области биосферы. На самом деле, этот дипломатический демарш был сделан диктатором Гурбангулы Бердымухамедовым для защиты своих преступлений с помощью России.
Таким образом, голод в Туркменистане продолжается и в настоящее время. Это связано с безработицей, отсутствием заработка предметов первой необходимости. Режим продолжает притеснять граждан, тюрьмы заполнены безработными гражданами, а политическая тюрьма ОДНДП заполнена диссидентами. Сможет ли сын диктатора Бердмухамедова улучшить ситуацию в стране? Нет, поскольку он сделан из теста диктатуры и коррупции. Этот человек не может изменить ситуацию в Туркменистане в лучшую сторону. Да, это делается с той целью, вот мой сын будет продолжать развивать ваши интересы в Центральной Азии. Вот посмотрите на него. И он отправлен туда для того, чтобы там оценили его. А я вот раньше вначале говорил, у него меланхолический характер, очень боязливый, очень такой смущенный постоянно. Этого человека нет своего мнения. Это не личность, которая может поднять страну в такой ситуации с колен. Он должен, так же как Бердмухамедов, чтобы туркмен держать под кнутом, чтобы вы молчали постоянно. Кто не будет молчать, будет в тюрьме или уедет из страны. Это идеология не только Бердмухамедова, это идеология, та идеология, как геополитическая идеология держав, которые хотят держать Туркмению под своим контролем. Им народ не нужен, им нужен Бердмухамедов, чтобы выкачать энергоресурсы, хлопок и все богатства Туркменистана, и чтобы этот же преступник был зависим им, потому что они знают его преступления. Бердмухамедова больше, они знают больше, чем мы. А этот преступник предлагает другого преступника, который отмоет его преступление, не раскроется. Он имеет в виду, что это все останется не раскрыты, те преступления. Возьмите его. Ну, он поехал в Москву. Вот как результат там биосферы обсуждали, оказывается. Ну, там между делом еще говорят, там интересы и безопасности. И в основном это интересы, значит, коррупционеров. Поэтому, народ, вы не должны молчать. Или вы начнете говорить, требовать свою свободу. Если вы будете молчать и сидеть, опустив голову, то вы вечно превратитесь. Рабам превратитесь вы. Вы станете рабами. Рабы не говорят, а рабы молчат, делают, что говорят. И вот этого они хотят с нас. Но мы не будем молчать. Мы не молчим. И вы не будете молчать. И вы знаете уже, вы понимаете. Вы поднимаетесь. То там, то здесь. Только не надо опережать события или поддаваться под влияние неких якобы оппозиционеров. Я знаю, есть ячейки, есть люди. Еще когда я в Зандане был, я видел, как люди могут организоваться. Я больше личного не скажу. Я видел, как люди могут организоваться. Этих людей я помню всех. Потом 5 лет мне держали в Ашхабаде. Спасибо, что держали. И там тоже я видел много. И эти люди тоже готовы. Так что будьте готовы. День настанет, и мы все вместе возьмемся за руку, станем и освободим Туркменистан от этого диктатора. Всего вам хорошего. Благополучия вашим семьям. До следующих встреч.